Лихачи на дорогах, нарушение правил дорожного движения, несогласованные митинги. На совещании в Магасе обсудили целый ряд проблем, которые необходимо решить. Справку по нарушениям по этим пунктам представил глава регионального МВД. На настоящий момент зарегистрировано существенное снижение числа преступлений на 42%. В течение первых 2 месяцев 2017 года зарегистрировано 30 преступлений, совершенных в общественных местах. Это на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За 2017 год правопорядок и общественная безопасность обеспечивались при проведении 97 общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий с одновременным участием на некоторых мероприятиях свыше 500 человек. Снижение числа нарушений не показатель положительной работы. Такое мнение высказал глава республики. Юнусбек Евкуров отметил, что все нарушители закона должны понести наказание. В качестве примера глава республики привел случай, когда один автолюбитель показал свое умение дрифта прямо у здания аэропорта Магас. Вот мне интересно посмотреть в глаза тому, кто крутил машину возле этого самолета, памятника Герою России, первому Герою России поставлен памятник. Почему вы все допускаете это все средь бела дня на территории аэропорта, где это служба безопасности? Я понимаю, что у транспортной полиции есть своя зона ответственности. Вот там на улице кто? И там же у нас именно момент пролета, улета, там самолета находится представитель Сунжинского ровода, я так понимаю. Почему их там не было? Вот вопрос, где эта машина и что с ней сделано? Кто с этим парнем побеседовал? Кто с его родителями побеседовал? Кто вообще что-то сделал? Никто, скорее всего, я думаю, что ничего не сделал. Дрифт у здания аэровокзала – не единственный случай наглого поведения автолюбителей на территории аэропорта. В этом году было несколько случаев, когда колонна из нескольких десятков машин демонстративно встречала авиапассажиров. Аэропорт – это стратегический объект, который требует повышенного внимания. Не может туда любой, кто хочет, приехать. Я уже не раз об этом говорил. Стал какой-нибудь там товарищ чемпионом Европы там, по греко-римской борьбе там, или по какому-то виду спорта, даже не олимпийскому виду спорта, тут же рассылка: братья, поехали встречать в аэропорт. Даже если 10 машин туда приезжают встречать, это уже проблема. Вот сажают они этого чемпиона новоявленного и везут по федеральной трассе. Один пост проезжает, второй проезжает. Хоть бы один человек хотел бы слово. Вы кто такие? Вы что делаете? Никакой реакции. Наказание за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения должны нести не только нарушители. Сотрудники правопорядка, которые закрывают глаза на нарушения, тоже должны отвечать за свои действия, а вернее бездействие. Какая мера ответственности и наказания к тем, кто не совсем правильно понимает свои должностные обязанности, не хочет их понимать по всем параметрам? Надо понимать, что федеральная дорога – это федеральная, да любая дорога. Любая дорога, тем более и федеральная. И любое появление на этой дороге несанкционированного там количества нарушающих правила дорожного движения автомобилей или там пешеходов вызывает определенный там ступор, пробку, недовольство, ну и вызывает там или создает ряд таких аварийных ситуаций. Я буду требовать все-таки вплоть до служебного, неполного служебного соответствия наказать те должностные лица, которые обязаны были принять меры, не приняли меры. Чтобы они понимали, что следующим шагом будет уже их увольнение. Но это, конечно, после тщательного расследования, выяснения ситуации и позиции. Это одно. Ну и второе, составить такой хороший рабочий план по работе уже по хвостам, к сожалению. Машины, они вон известны, что на свадьбе, что встречали там кого-то, что сопровождают, везде. Если говорить о уголовных преступлениях, да, то у нас
за год всего было зарегистрировано 3 факта хулиганства. Да? Ну, понятно, это с применением. Сейчас в статье Уголовного кодекса квалифицируется как нарушение общественного порядка с применением оружия. Да? Но, в принципе, у нас есть административная ответственность, о которой я уже говорил, да? И привлечено лиц к административной ответственности минимальное количество по нарушению общественного порядка в республике. А это говорится о профилактике. Либо мы не видим этого, или действительно этого нету. Но мы-то понимаем с вами все присутствующие здесь, и в том числе главы администрации, да, что муниципальных образований, что на самом деле это есть. Просто почему-то в республике сложилась такая ситуация, что если это не образует уголовно наказуемого деяния, то остальное это все ерунда, и можно людей не привлекать к административной ответственности. Административный кодекс фактически не работает. Не работает. Но это и отсутствие профилактической работы главами муниципальных образований, которые не ведут разъяснительную работу в этом направлении. Поэтому я думаю, что выводы в любом случае сделать надо, но сделать выводы надо с той точки зрения, что сейчас нужно проанализировать, сколько у нас таких фактов было, что мы сделали по поводу привлечения данных лиц к административной ответственности, вот по этим случаям, по последним. Там, где сроки не вышли и все остальное. А на самом деле сегодня неизвестно, возбуждено ли хотя бы там административное производство в отношении этих людей. Да, мы говорим, факты были, но до сих пор почему-то я не видел административного производства. Может быть, оно и есть, Юрий Александрович, я не знаю. Глава республики на совещании также затронул вопрос нарушения правил дорожного движения свадебными кортежами, пытаясь показать свои навыки вождения. Часто сопровождающие машину с невестой любители быстрой езды устраивают на дорогах опасные гонки. Причем некоторые из них заканчиваются гибелью людей. Юнусбек Евкуров еще раз призвал всех любителей погонять не нарушать правила и подумать о себе и других участников движения, которым из-за них угрожает опасность. Хади Добриева, Муслим Ганиев, Новости 24.